Продолжилась рабочая поездка делегации уже в Магасе. Хава Гагиева расскажет, какие объекты гости посетили в столице региона. Следующая точка в рамках рабочей встречи – Академия цифрового развития. Она создана в рамках образовательного IT-проекта «Школа-21». Ее курирует Сбербанк. На данный момент уже получена лицензия, а с минуты на минуту подъедет Махмуд Али Калиматов и заместитель председателя правительства Александр Новак. Здесь гостей встречает целая группа специалистов, а также основатель благотворительного фонда «Сафмар» Микаил Гуцериев. Проект запущен при поддержке главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова. Для делегации проводят экскурсию по кампусу. Строители трудятся в режиме нон-стоп, чтобы уложиться в сроки. Внутри проводится ремонт, а руководители академии продумывают образовательные программы. Программа разбита на две части. Собственно, то, что делает «Школа-21» совместно с Сбером, это, собственно, центр, наверное, краеугольный камень нашей программы. Длинные образовательные курсы, год, полтора, два, в зависимости от сложности. А академия же дополняет то, что дает школа, более точечными вещами. Программы профориентации. То есть мы помогаем людям определиться, кем они хотят стать в IT. Работа над проектом стартовала еще прошлым летом. В год Академия планирует подготовку 500 выпускников. Здесь уже получили более 4000 заявок на обучение. Внушительное число желающих поступить в новую Академию – яркое свидетельство того, насколько востребована эта сфера в Ингушетии. Всего 5% это люди из других регионов. Настолько высокая заполняемость, настолько высокий интерес. После школы, да, люди? Это человек от 18 лет и старше, 1,5–3 года. Это если берем длинные образовательные программы. Задача сделать республику технологической. Где-то выпустить до 1000 человек в год выпускать. Каждый год это все по поколению за поколением. Чтобы это первый этап обучения. Следующий этап акселератора – это непосредственно обучение и уже организация бизнеса, IT-бизнеса по опыту Белоруссии, потому что мы это знаем. Квалифицированные IT-инженеры, программисты, менеджеры IT-проектов, аналитики и разработчики. Такие специалисты широко востребованы на рынке труда по всей России. Обо всех плюсах проекта подробно рассказывает Микаил Гуцериев. Поэтому мы считаем, что вот за 5 лет это минимум, максимум 10 лет всю эту программу полностью реализовать всю программу. Очень классный проект, спасибо большое. Да, ну мы вот стараемся. Инвестируете именно в эту область, потому что будущее. Земли нет, очень мало. Население самое бурно растущее население в России, в Ингушетии. Молодежь очень активная, и если их... И вот это и есть мозги, это будущее. Мозги, рабочие места. Да, это все вместе. Налоги, деньги, поступления, это все. Это как бы новая Ингушетия. Все идеи, финансируемые меценатом Микаилом Гуцериевым, уверенно воплощаются в жизнь. Открытие кампуса на территории региона станет уникальной возможностью обучиться востребованной IT-профессии не только для жителей Ингушетии, но и других северокавказских республик. Это уровень постановления правительства, не уровень указа президента. Это будет способствовать созданию технопарка, НТЦ. Мы бы это сделали очень быстро. 6–8 месяцев, если мы подпишем эти документы, за год мы землю нам дадут, деньги мы найдем для этого. Это очень важная вещь. Все это надо сделать вместе, да? Чтобы люди, которые отсюда выходят, должны сразу куда-то дальше. Окажем поддержку, пойдем. В 2024 году вместе с IT-академией откроется и 3-звездочный IT-отель, и современный торгово-развлекательный комплекс на площади Алания в Магасе, общей площадью 18 000 квадратных метров. Он станет центром притяжения для жителей всей Ингушетии. Туда и направилась делегация. Качественная инфраструктура, торгово-развлекательные центры, места отдыха и новые рабочие места. Возможностей развиваться и зарабатывать в регионе будет много. Сафмар планирует значительно улучшить качество жизни жителей республики. Хава Гагиева, Султан Магушков, Магас 24.